Многие спрашивают, что означает метаком. Металл и конструкционные материалы. Ну, это советский подход. Это советский, да, это брендинг. Как вот, Совнарком, вот эта вот тема, да? Ставили вопрос, чтобы сделать ребрендинг этого. Ну, очень многие по Крыму уже знают, немножечко сложно. Это у вас территория изначально была, да, самая первая? Нет, я на соседней территории, там территория ДОСААФа была, там 2 навеса автомобильных. Вот эти цеха все были построены нашими собственными силами. То есть, когда вы уже немножко развернули? Да, на этой территории была старая заправка. В общем, что это такое? Здесь была территория, она называлась КАТЕМ, колонна автотранспорта и механизации. Еще советских времен РайПо была такая организация, вот к ним относилась. Когда начался процесс распада, эта территория, она осталась, они ее просто даже охранять, у них не было финансовых средств. И председатель РайПо, Безнес Михаил Иванович, он сейчас депутат Госсовета Крыма, он приезжал, кое-что там у меня брал и говорит, давайте пройдите, посмотрите, может вас заинтересует эта территория. Я тогда отбрыкивался. Он говорит, ты потом меня будешь вспоминать. Вспоминаете? Да, вспоминаю, вот я же вспомнил. Но я тогда не мог допустить, что действительно я смогу застроить эту территорию, построить вот эти цеха, где-то что-то. Тут пустыри были. Я неделями с одного конца до другого не мог дойти, потому что бурьяном вот это все заросшее было. Вот это все с Крыма, где что там под разборку разбирали, перевозили сюда. Здесь вы, получается, кровлю, да, производите? Здесь, да, кровельные материалы идут, профнастил, металлочерепица. Это станки разные, получается, ну, разный профиль, разные станки. Но это, вот это вы сделали, когда вы уже как бы твердо на ногах стояли, да? То есть ну, уже... получается, это где-то в районе 2007, может быть, года 2008, я точно не помню, надо по шильдикам станков смотреть, когда мы брали. Тогда здесь работал в Крыму только один филиал завода «Арсенал», это одесский завод, который производил кровельные материалы. Мы начали им заказывать, брать для себя надо было, для своего офиса первые. Мы поехали с ними, а они тогда предложили возможность, давайте будете нашими дилерами, раз есть. Ну, да. Вот так начала. Мы где-то год-полтора, наверное, у них брали. Ну, потом, когда выросли, поняли, что лучше производить самому, это будет оперативно, чем 2-3 дня они заказ выполняют, 2-3 дня у нас времени нет поехать забрать. Да, это же и накладно, не всегда машина загружается, как говорится. Это взяли один станок, потом постепенно начали набирать больше станков. А сейчас, пожалуйста, вот эта вот продукция. Приятно видеть, по Крыму едешь. Свою продукцию. У нас есть черепица, которая оригинальная. Вот станок такой, что Вот вы показали, да, вот это? Да, да. Это оригинально, кстати. Да, оригинально. И когда едешь, видишь, да, я вот это могу спутать, мое, не мое, они похожие где-то что-то, а то-то не перепутаешь. И до сих пор никто это... Нет, это вот как станок был, финский, мы взяли его, он один. Потом никто эти станки 3D не делал почему-то. Может быть, в Европе и есть, я уж как-то... Сами вы станки разрабатывали? Вот именно своего производства станки? Нет, этого не делали. Это сложно? Мы делали станок, пару станков делали только для правки проволоки. Вот он, правильный станок. Вот, кстати, стоит. Это заводского изготовления. То есть он берет вот бухту, да. Там полтонны, 300 килограмм проволоки. И его прокатывает, выравнивает, рубит вот по этому размеру. Все, я понял. А станок мы сделали правильный. Ну, я не знаю, как сказать. Вот мы получаем черный металл, они приходят хомуты. Там тоже проволока такого типа, марка немножечко другая. Это для удобства хомуты. транспортировки? Да, ну жалко его, да, для погрузки для этого самого хомуты, там 8-10 проволок, вот так, и диаметром оно где-то 1,5 метра. Жалко, там разматываешь, там 20-30 метров проволоки, реально. Оно уходило в металлолом. Сидеть вручную рихтовать его нет. Отрезаешь, она кривая, станок заводишь через ролики, она вот дает вот такую ровную проволоку. Это опять же это ваша разработка? Да, была, да. Ну это хозяйский просто подход. Это хозяйский подход. Ну чем на металлолом его за копейки сдавать, сделал так хотя бы для своих строек. У нас стройки постоянно идут. Пожалуйста, уже не берешь, допустим, метр не выходит тебе 50 рублей, а выходит он там 10 рублей. Уже
эффективно. Так что 2-3 месяца работы этого станка он себя окупает. И на металлолом уже меньше уходит. Вы прошли определенный опыт, да? Торговый опыт, найма людей, постановка каких-то целей стратегических. Вот сегодня, когда предприниматели начинают вообще деятельность экономическую, вы можете какие-то пару таких базовых, мощных советов дать, как вообще вести бизнес, как вообще вести вот эти отношения? У меня была ситуация такая, когда я поверил фирме, я перечислил туда деньги, это все было сделано юридически правильно, Да. был заключен договор поставки. Да. Банковские кредиты, юрист все проверил, все печати, все идентификационные коды предприятия, это действующие, они зарегистрированы в налоговой службе, то есть это предприятие нет сам. Работе. Перечисляем деньги туда. Ну и через 2 недели мы узнаем, что нас на эти деньги кинули. Отключили телефон и все. Ну, деньги нормальные, судя по всему. Ну, небольшие, я вот как нюх, наверное, или что, надо было перечислять 300 тысяч, там 320 тысяч, что ли, машина леса. Первый этот, я говорю, давайте так, часть я перечисляю, чтобы вы были уверены, что я буду получать, да. А вторую часть, машина приходит с лесом, не выгружаем. Вот, пришла, подтверждение, пусть твой водитель скажет, что вот он на базе, и я тут же перечисляю тебе остаток денег. Хорошо. Я перечислил 68 тысяч, четверть, ровно четверть была тогда, где-то перечислили туда, ну и благополучно распрощался с этими деньгами. Какой совет можно из этого? Совет такой, что если вы подбираете партнеров по бизнесу, надо очень критически к этому подходить. Не всегда дорогое, качественное, и не всегда дешевое, надежное. Вот эти параметры надо помнить, и все. То есть сейчас, когда мне говорят, что вот, к примеру, какой-то товар, вот тоже ОСБ, мы дадим там на 100 рублей дешевле лист, я этому особенно не верю. Я подхожу критически, я проверю это. И если то есть гнаться за дешевизной? Это не есть этот принцип какой-то. А с другой стороны, первое, и может быть более важнее, чем я сказал, это взаимоуважение к партнерам. Надо относиться, вот твой покупатель пришел, надо решать его проблему, а не зарабатывать. Зарабатывать на нем — это третье, четвертое дело. Помочь ему, вот так. Когда ты ему поможешь, когда это он почувствует, что ты от души ему стараешься помочь, он в следующий раз к тебе придет. Но если ты 3 раза его использовал, ты на нем заработал, ты его обманул, ты ему недовес дал или некачественный товар, не сортовой продал, как это самое, он через 3-4 дня, он эту крышу, к примеру, накроет, он увидит, что он там выгорел или там где-то что-то пошла волнами, ну, качество не то, он скажет, я туда больше не пойду. Когда говорят про бизнес, все ищут тему, как заработать деньги. Да. То есть не что дать, да, а как заработать. То есть, получается, заработок, он главный становится. Но в бизнесе это же неплохо, когда вы вот выходите. давай так, наверное. Заработать, если вопрос ставить чисто заработать рубли, я могу подсказать, как это сделать быстро. Так, давайте записываем. Могу. Ну, нужно ли я на это? Это я не считаю, что это самое. Ко мне вот иногда приходили, тоже говорят, а вот там ваши конкуренты. Я говорю, запомни одно, у меня конкурентов нет, у меня есть партнеры. Где-то я уже слышал. У меня есть партнеры. Конкурентами они становятся сами потом уже, если хотят. Если не хотят, всегда работаем вместе. Для всех работы хватит. Да. Для всех хватит работы. Да. И я не знаю, ну, если бы у меня была воля, я знаю, сейчас можно вот взять, просто поставить газобетонную линию, производить. Единственное, что вопрос, сделайте так, чтобы этот газобетон был более качественный и дешевле, чем то, что делают сейчас. Вот над этим надо работать. Как его удешевить? Материалы ли, где, чего это самое. Да, газобетон в Харькове или там где-то в Твери где-то производят, они песок получают, берут песок. Посмотрите местные материалы. У нас тырса есть, она дешевая. Может быть, ее и туда использовать. Вы, получается, начали же просто с металла? Да, просто металла. Черный металл. То есть там, получается, никакой инженерной мысли не было? Нет. Да? Просто это как торговые отношения. А вы это, да.
Это был 2002 год. Сын у меня в это время был на 3-м курсе, это аграрном учился, поступил. И он приезжает, а как-то получилось так, нам для дуги нужны были для укрытия картофеля, раннего картофеля. Мы поехали на Интерпромконтакт в Симферополь, взяли катанку, 8-ку, ну, заплатили, приехали. И вот назад едем, как, чего, металл, где он дешевле. Тут знакомые мои с Днепропетровска возили краску, продавали. Я говорю, ты привези мне газеты, ну, рекламные. Где, чего. Тогда же не было мобильной связи. Сорока была. Да, вот типа Сороки. Он мне там несколько газет принес. Раз, телефон набираю, узнаю цену. А я же 8 лет на заводе проработал, на заводе металл. Машиностроительном заводе в Узбекистане. Работал начальником. То есть качественные характеристики металла, марки металла, глаз уже удельные веса, все в голове есть. Я спрашиваю, они говорят, за тонну. Тонна арматуры столько стоит, а сколько же метр стоит? Тут-то Интерпромконтакт метрами продают. Раз перекидываю, смотрю, блин, ну нормально. Маржа неплохая, до 25-30%. Серьезно. Нормально, ну они же, конкуренции не было тогда, это сейчас уже. Голубой океан был. Да, вообще. Только твори. И вот и денег у меня нету. У 2 сестер сколько было, там у кого 2000 гривен, там у кого 4000, вот собрал. Где-то порядка около 12 тысяч гривен. $1500 примерно. Да. Машины нет, с сыном. Сын приезжает, меня долбает. А денег не хватает, я же тоже считаю, надо хотя бы тонн 18 загрузить. Негде деньги взять. Я тяну. Он приезжает на меня, обижается, когда поедете. И вот в один день приехал, опять не поехали. Садимся вместе, едем в Днепропетровск. Взяли эти деньги, наняли там машину, привезли 12 тонн, насколько хватило денег. Вот с этого мы и начали. Такой вопрос, как рабочие места, ну как бы он же важен, да? То есть вы открываете производство и, соответственно, нанимаете людей на работу. Да. Ну, по уровню зарплаты я не знаю, какая у вас ситуация. Но вы вот эти моменты учитываете? Вы смотрите, какая средняя зарплата, какой-то стандарт? Зарплата достаточно высокая, будем говорить, для сельскохозяйственного региона. Ну вы вот когда вы поняли, что вы, по сути, помогаете этим семьям развиваться, эти деньги идут на детей, на их учебу, вот это вот момент, вы как-то осознаете? Осознаю, почему осознавал изначально, по одной простой причине. Дело в том, что мои дети росли, учились, они испытывали сложности в том плане, что я не мог им дать то, что они хотели. Вот я приводил пример с магнитофоном. Да? Он хотел магнитофон, заработай, получишь. Основной приоритет детей, вот я благодарен им за то, они понимали, что я говорил, в первую очередь должны получить образование. В первую очередь образование. Одежда, пальто, это будет второстепенно. А вы вообще как руководитель, вы нормальный руководитель? Как вы сами себя оцениваете? Ну, у меня был опыт еще с советских времен. Я говорю, с 80 по 88 год я работал начальником УТК машиностроительного завода. На заводе работало 850 человек. Продукция шла по всему миру на экспорт. То есть серьезно? Да, это серьезные моечные машины, топливо-маслозаправщики выпускали. Вот, объемы большие были. Металлопереработка была, наверное, после Ташкентского тракторного завода. Мы потребляли после них, наверное, самые большие металлы. Они больше нас все равно, у них объемы были больше. А вот второй, наверное, мы были. Это на Манганской области, вот в нашем селе. И вы вот эту вот систему управления? Эта система управления, она мне здорово помогла. У меня в подчинении 40 человек работало. Когда вам пришла мысль из условного продавца переквалифицироваться в производителя? Вот этот момент, когда вы занимались металлом, это просто у вас был такой, купил-продал, купил-продал? Это было где-то вот как раз, наверное, 2007-2008 год, когда мы работали с заводом «Арсенал», вот филиал завода «Арсенал» Симферополя по кровле. Я даже это здание, оно стоит, я могу показать, что
Там на этом здании их продукция лежит. И тогда уже начали смотреть ради того, чтобы была оперативность. Может быть, даже вопрос не стоял заработать на этом как-то, какие-то деньги сделать. То есть вы сроки хотели просто? Да, быстро, за счет быстроты. Потом уже, да, станок, когда поставили, получилось так, что очень много начали подъезжать к нам те, которые хотели бы с нами сотрудничать. Да, как представители, как дилеры. Да, начали работать, заказывать нам, тоже где-то надо было заказывать его. И мы больше уделяли внимание, конечно, и сейчас уделяем тому, чтобы не было хитростей. Угу. Отдел снабжения будем говорить. Так, минуточку, ребята, столы чистые ваши, да? И вот здесь вот у нас отдел снабжения. Это наш замдиректора Джемиль. Это Икрем, это Лявер, руководитель отдела снабжения. Итак, теперь пойдем. Сейчас вы чем интересуетесь? Сейчас в данный момент, чем интересуюсь, вот есть одна задумочка, которую надо будет пускать. У нас есть торговый центр, мы построили, торговый центр. Там второй этаж, детский развлекательный центр. Я там был, большое помещение. Да, вот мы, если что, мы проедем, посмотрим еще, посмотрите, что это такое. Он, наверное, здесь Джанкой, Белогорск, это здесь крупнейший. Там нету таких вот, реально оттуда детей привозят сюда какие-то эти самые мероприятия. Там огромная игровая комната. Да, там около 400 квадратных метров, наверное, если не больше. Да нет, побольше. Побольше 800, да. Магазины там, аптеки, то все. Но это социальная история? Это социальная история. Но там вот хочется там же при этом открыть кружки или классы, я не знаю как, изучения крымско-татарского языка. Создать кружок именно для творчества детей, развития этого. Я сейчас ищу людей, которые бы могли этим. Вот ко мне бы кто-то пришел, сказал, вот Решат ага, там, вот я могу, я хочу. А скажите немножко вот про это здание. Вы изначально, какой-то план был, или вы просто хотели что-то построить? Мы и хотели построить, будем говорить, то, что хотели. Вот именно детский центр, может быть, какие-то кружки, то все. Вот под него оно было сделано. А это первое было такое большое здание у вас? Да, вот эта площадка была пустая. Пустырь был. Да. Как выяснилось, постсовет его выставил на аукцион, эту землю. Мы решили поучаствовать. С боем, правда, это так получилось. Где-то что-то там с материка подключились фирмочки такие, которые хотели на этом заработать. Не построить они хотели заработать. Давайте пройдем вовнутрь. Селям алейкум, напас не дайс. Получается, да? А я смотрю, это девочки говорят, там камера ходит, думаю. Да, это снимают они. Это наши, да. Все нормально. Все, тогда хорошо. Да, все хорошо. Наверх, да, идем? Да. Наши арендаторы, вот это риэлторы там. Вы первый этаж, получается, под коммерцию, да? Да. Под аренду. Но все равно это считается, как бы, понимаете, детское же всегда как-то стороночки всегда было. А тут, получается, это... Большого дохода же не оставляет. Здесь вот доход когда еще более-менее, там, дни рождения, такое, где-то что-то. А так дети пришли. У меня мечта, чтобы у нас біздің халықтан шықсын люди, подобные Стиву Джобсу, Илону Маску. Я уже как-то, по-моему, в какой-то передаче съемки говорил это. Но сейчас что нужно сделать? Надо
потенциал есть, потенциал детей есть. Организовать это. Часто и густо. Если эта функция находится в руках нашего государства, то рассчитывать, что мы что-то можем получить, я не вижу перспективы большой. Если это будет в руках заинтересованных каких-то лиц, может быть, собрания лиц, там, ну, какой-то группы лиц, которые бы действительно хотели с душой решить проблему, несмотря сколько я на этом заработаю или сколько я потеряю. Потерять, да, надо будет приготовиться, что надо вкладываться в это. Ну, не потерять, вложить. Это вложить. Вот правильно ты сказал, потому что вот это подрастающее поколение есть, когда ему сейчас 10, 11, 12 лет, это надо будет 8, 10, может 15 лет в него вливать это. Потом пойдет отдача. Потом будет отдача. Вопрос специалиста. Специалисты, я вижу, есть. Специалисты, вот, я же вижу, кто ко мне приходит на работу, просится. Их уровень подготовки, их целеустремленность, их потенциал знаний, который можно продолжать. Мы пока используем этот потенциал в том направлении, который он нужен для нашего предприятия, для нашего производства. Хотя он гораздо более шире. Можно сказать, вот давай, друг, программированием займись, да? Вот то, что мы говорим о Силиконовой долине. Он может этим заняться. Ему надо ставить конкретно задачу, давать эти условия. Мы какие задачи можем, как производство? Давай, надо программу для управления вот этой всей системой, для учета, для хранения. Вот мы ставим такие задачи пока. Это может быть наша беда. Но кто-то должен это взять. В свои руки как-то сконцентрировать и сказать, давайте вот это будем делать. Тогда да, тогда пойдет. Жалко, много наших специалистов, я знаю, они оказались вне нашего государства, вне нашей территории. Как их вернуть? Вопрос, как вернуть. Вернуть надо предложить условия лучше, чем они там имеют. Или хотя бы приемлемые условия? Приемлемые условия. Такие люди не будут гнаться за заработной платой, я знаю, по себе знаю. Не зарплата самое главное, гарантии. Гарантии того, что ему дадут работать. Гарантии того, что не будет каких-то непредвиденных ситуаций в его плане. Что он не заинтересует его, как будем говорить, может быть в кавычках, будет интерес у государства его использовать как вала, как тягловую силу. То есть абсолютно, безопасность. Да, абсолютно без учета его потенциала. Да, давай, пойдешь, вон там, нам механизатор нужен. А он, условно говоря. Вы поняли, о чем я говорю. То есть должна быть определенная защита, определенные гарантии. Тогда вот я на их месте тогда только бы, может быть, принял это предложение. Сейчас. Какую вы площадку предоставляете и что можно у вас здесь научиться? Ну вот эта вот площадка, даже если взять, его можно немножечко сократить, выделить там для 3-4 классов, там, я не знаю, квадратов 150-160. Если необходимость есть, поставить парты, если необходимость есть какие-то другой инвентарь, который нужен для обучения, компьютеры, где-то что-то, и заниматься этими детьми. Но нужны специалисты. Когда мне говорят, вот вы физик, возьмите, сведите. Физически нет у меня этой возможности. Просто. Или я этим должен заниматься, или заниматься тем, чем я занимаюсь. Вот это то, что здесь вот создано было, это создано не мною. Абсолютно. Вот эта работа, это достижение моего сына. Это его желание. Если бы меня коснулось, я бы, наверное, до этого не дошел. Вот он, имея своих детей, он хотел, чтобы его дети могли воспользоваться вот тем, что есть. Это игровые вот эти вот зоны, там то, 3, 10. Он это сделал. И я рад, что вот у меня такой сын, который учитывает возможность именно социума, потребности вот для детей где-то что-то здесь создать. Он создал. Единство, когда происходит какая-то беля, то есть какая-то дом сгорел или что-то, мы объединяемся
помогаем. Вот когда мы начнем в радости объединяться, ради благих целей, у нас будет такое вообще? Вопрос философский, риторический, не знаю. Это проблема не народа, я так, мое мнение. Это не зависит, опять-таки, ни от национальности, ни от религиозных этих самых предпосылок. Это проблема, скорее всего, я смотрел, социология. Чем беднее живет народ, тем он в какой-то степени сплоченнее всегда. Почему? Сплоченность может быть ложна, но она предполагает взаимозависимость. Когда в бедности мы зависим друг от друга. У тебя есть лошадь, у меня лошади нет, у меня есть корова. Когда мне нужна лошадь спахать огород, я к тебе обращаюсь. И ты помогаешь. Почему? Потому что у тебя коровы нету, тебе надо будет завтра молоко. Но когда у тебя есть и лошадь, и корова, и у меня есть лошадь, корова, мы в друг друге не нуждаемся. Эта проблема идет именно цивилизационная вот от Европы. Посмотрите, пожалуйста, на европейские страны, к чему это привело. Это изолирование не только идет слоев общества, изолирование идет личности. Чем лучше мы будем жить, тем сложнее будет социум. Позже будет жениться. А зачем? Зачем нам 3 детей? Нам одного, дай бог. Вот мои сотрудники, я говорю, сколько? 2. А что думаете? Уже пора о 3-м. Зарплату поднимайте. Ой, дай бог этих 2 на ноги поставить. Сколько у родителей вас было? 4 или 3? Ну а что? Они же поставили. Им было гораздо сложнее. Ты приезжаешь сейчас на машине, а тогда у них и легковой машины не было. Добрым? Так получается, что благосостояние народа – это такой обоюдоострый нож, получается? Да. К сожалению, это так. Аллаха шкур своим детям. Я вот это, наверное, в какой-то степени объяснил, или подсознательно они поняли это дело. У 2-3 детей, а у Селима 2. То есть 8 внуков. То есть не по 2, а по 3. Аллах берсин, может быть, и остановится, может, еще хоть по 1, по 2. Когда мы говорим про Крым, как про родину, да, про некое место, мы все время привязываемся к природе, по сути, да? Ну, природа... Ну, она как, природа кормилица первая, она же... Да. Мы же смотрим, что можно взять. Камень взять. Этим камнем, конечно, из этого камня можно статую сделать, можно кувшин сделать, но можно этим камнем кого-то и убить. То есть назначение вот этого зависит у нас в голове. Что я из этого камня могу сделать? Правильно? Да. Или произведение искусства получится, или чья-то судьба. Ну, получается, вот за это время, которое мы находимся в Крыму, у нас же кроме природы, по сути, ничего нету. Может быть... Нет, есть. У Что? нас есть богатая история. Это не материальное. У нас есть культура, у нас есть язык, у нас есть наши традиции. Это немаловажно. Но это есть только инструмент для цели. Это не цель, это не достижение, а инструмент для достижения цели какой-то. Когда, вот я говорю, культура, отношения, уважение. Пришли, я говорю, для Вер, можешь помочь? Ты говоришь, могу. Когда мы садимся, но для этого ты достаешь бумагу, давай заключим юридический договор, что ты меня не кинешь, что ты меня не обманешь, что если результат труда будет мне 50%, тебе 35%, а 15% дяде надо отдать, тогда это не культура. Это, да, нормальная практика, будем говорить, в развитых государствах. Но тогда, когда я приду к тебе с проблемой или скажу, давай вместе работать, мы вместе в одной упряжке возьмем это дело как свое личное, а не так. Сейчас
одно приложение может стоить как бюджет государства. Да. То есть, получается, сегодня у крымских татар есть отличный шанс через приложение выйти на этот мировой уровень серьезный. Да. Вот для этого есть какие-то алгоритмы? Конечно. Дело в том, что вот именно эту задачу, если ставить, для этого абсолютно не нужно находиться конкретно на географической какой-то территории. Можно находиться в Антарктиде и вот эту задачу решать. Вот почему в первую очередь выезжают те, которые связаны с интеллектуальным трудом и которые связаны именно с информационным. Они не привязаны к чему? Они не привязаны, им не нужен станок, им нужен только компьютер. Компьютер можно и в Турции поставить, и в Узбекистане, и в Киргизии, и где хочешь. Ну, то есть, по сути, их отток, он не так страшен, да, получается? Но они же в Крыму, условно говоря, или нет? Нет. Они территориально там находятся. Интеллектуальный труд – это их труд. Никто их не будет, допустим, там это самое делать. Здесь сложность вопроса, наверное, в том, что когда человек один, он иногда сам себе задачу поставить даже не может, правильно сформулировать задачу. Что мне делать? У него есть потенциал, но этот потенциал он не знает, как применить, поставить задачу, чтобы решить эту задачу. У вашего поколения был вопрос возвращения в Крым. А какие вот у нас задачи сегодня, у нового поколения? Задача, я так считаю, нам нельзя останавливаться. Да, в какой-то степени общий уровень жизни, благосостояния сейчас вполне достаточное, но если мы будем акцентировать внимание, что человеческая жизнь, человек вообще живет и должен жить вот на таком уровне, это достаточно, то мы деградируем. Материальное, то, что мы имеем материальное, оно надо рассматривать как Богом данная возможность для нашего народа и вообще для человечества в общем, чтобы продвигаться вперед. У нас куча проблем. Только не желающий, ленивый, может быть, не видит, сколько у нас проблем. Ведь что такое наука? Наука не то, давай я займусь наукой. Нет. В науке, кстати, самое сложное поставить задачу. Что делать? Что нужно? Если мы правильно эту задачу сформулируем и поставим, и будем потом идти, очень тяжело карабкаться. Вот постановка этой задачи. Многие не знают, что делать. Давайте так. Сколько у нас инвалидов ходит, которые на колясках? Много? Чем должна заниматься наука? Вот давайте этим будем заниматься, помогать этим людям. Сколько у нас слепых? Абсолютно слепых. Давайте мы будем вот эту задачу будем ставить, как-то идти к этому. Сколько у нас больных Паркинсоном, Альцгеймером? Ну, есть проблемы? Есть. Это я говорю чисто по медицинской части. Уважающие себя медики, научные сотрудники медицины. Вот, пожалуйста, вам задача. Сами вы не можете, чтобы эти решить вопросы, это контактировать именно с информационными технологиями и с электроникой. Потому что это электронные приборы какие-то, может быть, механика, там, электромеханика. Контактируйте, ищите. Вот вам куча задач на сегодняшний день. Ну, вы знаете, еще есть такое выражение, что наш народ за высоким забором сейчас прячется. Строит высокие заборы. Знаете, как вот в Узбекистане были дуалы. Понял. С одной стороны, мы хотим как-то, наверное, какую-то экосистему, выстроить внутри дома. Но мы не ограждаемся от соседей. Вот знаете, раньше были хапахоныши, когда с соседями вот такие отношения были. Не, я не думаю. Не думаю. Ограждает не заборы, ограждает спесь. Это что, расшифруйте? Спесь – это когда я себя считаю шахзадой какой-то. Снобизм получается? Да, в какой-то степени. Я великий, ты никто, тот, третий, десятый. Вот это отношение, когда мы говорим, что я чего-то достиг в этой жизни,
Что мне, твое мнение там? Я уже самостоятельный, я твоя самостоятельный. помощь не нужна, зачем? бензин в машине Да, есть. однозначно. Я, Вот кстати, это не думал об вот этом. это, скорее всего, заборы нет. Вот у нас тоже есть, я знаю, люди с заборами общаются. А есть люди без заборов, они как враги. Такое тоже есть. Поэтому сам забор, цвет ворот, толщина калитки, это десятистепенное, наверное, третье. Тут воспитание, тут культура общения. Есть у меня друзья. К сожалению, я и терял друзей. Были такие друзья. И очень тяжело сын у меня переносил, когда тоже потерял Ну, бывает. семьи, разошлись вот семьи, росли вместе, трудности вместе были. А потом в какой-то момент для кого-то оказался бизнес, деньги дороже, чем вот эти отношения. И это, к слову, когда вернемся, когда я сказал, у меня есть партнеры, а не конкуренты. Кто-то увидел во мне конкурента. А я не вижу конкурента, я всегда вижу партнера. С ним можно Ну, сотрудничать. может, потому что вы большой, может, поэтому вы никого Может не видите. быть, я не знаю, может мировоззрение другое, может ценности другие, может для кого-то деньги важнее, чем уважение, авторитет или отношения. Я не знаю. Это уже пусть они говорят. Я знаю, у меня есть враги. Есть. Но их мало. У меня гораздо больше друзей. Я этому рад.